Дамы и господа, мы рады представить вашему вниманию короткую историю, которая, в принципе, не имеет глубокого смысла и высокой морали, но, как правило, такие представления больше всего нравятся публике. Не сочтите за неуважение к вам и вашему вкусу, и не судите строго эту короткую историю, криминальную, весьма эклектичного содержания. Итак, добро пожаловать в Чикаго 1929 года. Самым популярным заведением в городе был клуб «Слепой поросенок». За барной стойкой по пятницам, как, впрочем, по субботам и воскресеньям, да и во все остальные дни, был известный на всю округу бармен с невероятно красивым и подходящим ему именем Пью. Пью грациозно разливал напитки, конечно, исключительно безалкогольные, сухой закон, знаете ли, и выслушивал душераздирающие исповеди посетителей слепого поросенка. По залу бара уверенно расхаживал вышибала Литл Боб. У тебя проблемы? Литл Боб закончил Кембридж, но разочаровался в науке, и его потянуло к людям. Точнее, он стал тянуть людей за уши, за шиворот, за ноги, полегче. И вообще, Литл Боб был уверен, что в слепом поросенке он на своем месте. У тебя проблемы? Каждую пятницу в слепой поросенок приходила банда красоток «Черная мамба», наводившая страх и ужас на весь Чикаго. Их звали, впрочем, они сами сейчас представятся. После тяжелой трудовой недели красотки собирались вместе, чтобы поделиться впечатлениями и слухами. Ничто не предвещало беды. Но вдруг раздался разочарованный крик Пью.
Чё там уже? Ну чё? Капусту стырили! Да я не брал! А кто? Кто? Кто нас отвечает за охрану? Кто? Кто? Ты! Я? Ты! Классно! Литл Боб явно не был настроен на конструктивный диалог, поэтому Пью не преминул воспользоваться своими связями в полиции, где служили два его кузена – Красавчик Джо и Джонни Зубочистка. Алло, это полиция? Это слепой поросенок. Я вас поздравляю. Вы меня не так поняли. Ну, это я, Пью. Я тебя побью! Сухой закон! Так, ладно, немедленно мне Джо и Джонни сюда. У меня капусту украли. Красавчик Джо явился почти немедленно. Он вообще отличался усердием и прилежанием. Даже в школе, в 2 классах, которые ему удалось закончить. А вот Джонни Зубочистка, наоборот, всегда опаздывал. Вот как и сейчас. У него всегда находилась куча разных дел, которые непременно нужно было сделать. Он никогда никуда не торопился. Можно даже сказать, он тормозил. Ну вот, наконец-то. В общем-то, Джонни Зубочистка и Красавчик Джо имели непроглядно темное прошлое и обильно запятнанную репутацию. Но пошли служить в полицию, и им списали все грехи. Итак, дамы и господа, кто украл капусту Пью? Кто? Кто посмел посягнуть на нажитое честным и непосильным трудом средство нашего брата? Кто? А? Ну, мне кажется, ответ очевиден. И тут Джонни блеснул владением дедуктивного метода. Это он! У тебя проблемы? Это не он! Мне кажется, ответ очевиден. Это сделали они. Они! Так, вы все арестованы. Oh, you're hot today. Ладно, будем считать, что вы отпущены под залог. Oh, you got Это что за беспредел, копы? Мы с Пью друзья. Зачем нам его капуста? Действительно, зачем вам понадобилась его капуста? А если мы вас обыщем? А ордер у вас есть? А ордер у нас есть? А ордер у нас... Нет у нас ордера. Все равно я не верю. Дамочки, где капуста? Что там, мы давно записали. Мы легализуем свой бизнес, создаем кабаре «Секстет» и будем выступать с концертами. Ха! Так мы вам и поверили. А ну-ка, спойте. Господин Маркот, включи начальнику нашу фирму. I wanna be loved by you. The dilly 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 down, poop poopy doo. Удивили. Да я тоже так умею. Даже зубочистка так умеет. Да? Да! А ну-ка, изобрази. Да дили, дам, пу-пу-пиду.
что мы тут ни при чем. Ну ладно, уговорили. Пиво, капуста еще есть? Никак нет. А если мы скажем «пожалуйста»? О, нашлась! Что же сразу не сказали? Пожалуйста. Это будет нашей приманкой. Все по местам. И вот, когда наши импровизированные сыщики удобно устроились на свои места, в зале бара появилось некое существо. Оно было сгорбленным, в плаще и намеревалось сделать явно что-то нехорошее. Как оказалось, это был кролик Роджер, который регулярно захаживал в бар с слепым поросенок и крал у Пью капусту. Так это ты, кролик Роджер, воруешь капусту нашего брата Пью. Сдавайся, негодяй! Брось капусту! Ты окружен! Окружен. Кролик, ты опять взялся за старое. Руки. Теперь тебе не отвязаться! Ужасный проходимец! И никакие адвокаты тебе не помогут! Твое последнее слово. Подожди, кролик! Нам нужно провести опознание капусты. Пью! Ты опознаешь свою капусту? Пойди-ка посмотри сюда, понюхай. Твоя капуста? Моя! Ты Боб, ты подтверждаешь, что капуста Пью? О да, это может быть только капуста Пью. Теперь твое все-таки последнее слово. Не виноват я! Меня поставили!